Этот фильм стал настоящим пособием, наглядным и очень детальным для каждого мастера, который хочет создавать такой уникальный инструмент, как якутский нож. В фильме подробно показываются все этапы работы, от добычи руды и выплавки металла до ковки и поиска капкорна для рукоятки ножа. Все это производит очень большое впечатление и дает глубокое понятие и новое представление о древних якутских традициях. Для меня было очень интересно узнать о том, как можно сделать из какого-то куска камня, не то чтобы просто взять железо, из камня даже, из природного, с природы, то, что нам природа дает, и из этого получить, например, металлический нож, или хомус, или какое-то красивое ювелирное украшение. Это просто-напросто богатейший опыт. У меня такое ощущение, это, конечно, очень все сложно, но такое ощущение, что если ты узнаешь это со стороны, видишь конкретно, как великие мастера, известные мастера вот это все делают, ты быстрее учишься этому, нежели ты там 1000 раз прочитаешь какую-то информацию в интернете, попытаешься сделать это сам. Также в этой картине такие выдающиеся мастера, как Мандарус и Сарыл Белюкин, рассказывают и некоторые секреты древнего искусства. К примеру, фильм стал опровержением распространенного мнения о предназначении выемки, которая традиционно делается с одной из сторон якутского ножа и является одной из главных его отличительных черт. Бытует мнение, что этот дол предназначен для выпуска крови жертвы, но на самом деле в древности железо добывалось с огромным трудом и ценилось дороже серебра. Выемка позволяла экономить драгоценный металл и при малом его использовании делать нож больших размеров и высокой прочности. При этом такой нож удобнее точить, а самое главное, когда он стачивается, дол, который до этого момента оставался нетронутым, позволяет перековать нож и подарить ему вторую жизнь. С древних времен якутский нож имеет выемку. Это так называемое ребро жесткости. Оно позволяет ножу не сгибаться и не ломаться. С ней даже консервная банка не гнется. Также и нож должен сохранять свою прочность. В целом, в процессе создания каждый из членов съемочной группы открыл для себя совершенно новый мир, которым теперь хотел бы поделиться и со зрителем. Для девушки это сложно понять, да? Мастера, там, что такое уют, откуда добывают, что это, что за руда, какие-то химические элементы, там, да? Но это было очень интересно. 9 дней мы не мылись, мало спали, так скажем, да. Каждый день с утра до ночи были на съемках, то в одной мастерской, то где-то на природе, то еще где-нибудь. Но не стоит забывать и о другой идее фильма, ведь все события картины посвящены созданию уникального клинка. Молодой кузнец Михаил Данилов вместе с именитыми мастерами Якутии в течение всей картины изготавливали особенный подарок для первого президента Якутии. И сегодня этот фантастический нож так и достиг рук, для которых предназначался изначально. Человека, которому молодое поколение мастеров Якутии благодарно за ту республику, в которой мы живем сегодня. Молодежь должна уважать тех людей, которые создали наше светлое будущее. Одним из таких людей является это наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. У истинных саха есть понятие «священный долг». Это есть. И этим фильмом и ножом мы хотели бы поблагодарить нашего первого президента. Эта картина расскажет своему зрителю очень многое не только о якутских ножах и великих мастерах кузнечного или ювелирного дела. Многое зритель сможет узнать и о культуре, жизни и духовной наполненности народа саха. А главное, в яркой и креативной форме сохранить эти знания для будущих поколений мастеров и жителей республики. Геннадий Денежных, Николай Необутов, НВК Саха, Якутск.